Они готовились к этому событию целый год. Творческие коллективы в ожидании объявления результатов. Победить в международном фестивале значит сделать шаг к успеху на хореографическом поприще. Первыми слово взяли члены жюри в лице заслуженных деятелей культуры страны. Я хочу поблагодарить уже 8-й раз, выступая здесь на сцене, всех участников, прежде всего выступавших на этой сцене. И особенно тех, кто смог достичь таких результатов, которые позволили жюри их высоко оценить. Я хочу поблагодарить педагогов, участников, за то, что они подготовили участников к выступлениям на сцене. Ответственность выступления на сцене в Чеченской Республике, Республике танца, огромна. Соревноваться с танцорами, чеченцами безумно трудно. В крови у народа танец. И выдержать соревнования очень трудно, тем более достойно внимания, достойно уважения победа тех, кто сумел достичь здесь успеха. Я хочу поблагодарить Махмуда, потому что именно его жизнь, его танец, человека, родившегося в крови с танцем, несущим весь талант своего народа к танцу, именно благодаря ему, его имени, его роли в искусстве танца собирается здесь 8-й год исполнители, любители, поклонники, знатоки танца, что делает этот конкурс от скромного начала к большому международному торжеству. И, конечно, я хочу сказать, что без поддержки первого лица республики, без понимания, как сказал его отец, что без культуры нет нации, все это было бы невозможно. В столицу прибыли конкурсанты из многих стран и 26 регионов России. А это около 150 участников. 8-й по счету конкурс танца собрал в зале и сотни почитателей этого вида искусства. Чеченскую Республику представляли 3 коллектива. Дорогие друзья, уважаемые гости, 8-й международный фестиваль-конкурс, носящий имя великого Махмуда Эсамбаева, снова приветствует вас на родине Махмуда, гостеприимной Чеченской Республики. Я благодарю вас всех, кто приехал вместе с нами разделить этот фестиваль, участвовать в этом конкурсе. Мы вам, как всегда, рады. Конечно, Чеченская Республика, благодаря титаническому труду главы республики Рамзана Ахматовича, во всех направлениях каждый год повышается уровень престижа, привлекательность республики во всех направлениях. И, конечно, благодаря этому с каждым годом расширяется география участников данного конкурса. Конечно, это нас обязывает все красивее, все ярче проводить этот конкурс, на более высоком уровне готовиться к этому конкурсу. И, конечно же, я пользуюсь случаем от всех участников этого конкурса, от всех работников, деятелей культуры Чеченской Республики. Хочу поблагодарить главу республики за то, что сегодня в нашей республике есть абсолютно все условия, чтобы и готовиться, и проводить такие мероприятия. И, конечно же, несмотря на сложное экономическое время, финансовое время, что нам наш руководитель в очередной 8-й раз подарил этот конкурс, и у нас есть замечательная возможность встретиться на дружелюбной, мирной Чеченской Республике. Участников оценивали в 3 номинациях. В каждой из них определились по 3 победителя. За сольное выступление диплом лауреата 1-й степени завоевал участник из Чечни. За парное исполнение призовое место присудили танцорам из Грузии, а в номинации «Групповой танец» 1-е место завоевали чеченские конкурсанты и участники из Нижнего Новгорода. Статуэтки с изображением короля танца Махмуда Эсамбаева и денежные вознаграждения они получили из рук почетных гостей. В номинации «Парный танец» награждаются Марет Байсаева и Зелимхан Хатуев, Чеченская Республика.
Гран-при фестиваля завоевал коллектив «Нохчо». Почетный приз передал глава региона. Гран-при 8-го международного фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева награждаются Линда Арсибиева, Иман Висингириева, Мадина Хатуева и Марина Нагаева. Чеченская Республика. В своей речи Рамзан Кадыров поблагодарил всех участников и отметил роль Махмуда Эсамбаева в развитии хореографического искусства. Дорогие друзья, приветствую участников, членов жюри и гостей фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Международный праздник танца проходит на гостеприимной чеченской земле 8-й раз. Я знаю, что за эти годы он стал очень популярным. Танцоры из разных уголков России и других стран приезжают к нам, чтобы показать свое мастерство, культуру своих народов. Наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, был убежден, что без культуры нет нации. Танец является самым ярким воплощением духа народа и его нравственных ценностей. Проведение фестиваля является данью памяти легендарного чеченского танцора, народного артиста Советского Союза Махмуда Эсамбаева. Его в репертуаре были танцы многих народов. Зрители всего мира восхищались выступлением Махмуда. Мы гордимся его творчеством. Для нового поколения танцоров Махмуд Эсамбаев является примером для подражания и образцом высокого искусства. Я благодарю всех конкурсантов за участие в фестивале. Желаю всем дальнейших творческих успехов. Еще раз спасибо всем. Поздравляю всех. Сценический номер, костюмы и музыкальное оформление. Каждое выступление – это маленький спектакль, продуманный до мелочей. Участники показали не только высокое мастерство исполнения, но и передали в танце культуру своего народа. Решили приехать сюда, чтобы показать нашу культуру и постараться выступить наилучшим образом. Очень обрадовались тому, что будем здесь участвовать. Это для нас большая честь представлять нашу республику в Грозном. Первый раз мне очень понравилось, очень доброжелательные люди. После официальной части и церемонии награждения состоялся гала-концерт. Призеры международного конкурса в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм и красоту национальных танцев. Махмуд Эсамбаев прочно внес свое имя в историю мирового искусства. Ему покорились танцы всех народов мира. Память о человеке жива, пока живет его дело. Это доказал выдающийся гений хореографии. Луиза Хатуева, Магомед Мударов, Джамалайл Хаджалиев и Зелим Закаев. Новости.